30 тысяч рублей за мастерство. В городе стартовал конкурс среди молодых педагогов на грант главы администрации Сибая. Преодолевая все препятствия, родители вместе с детьми стали участниками военно-патриотической игры. Где поджидает опасность и как ее избежать? 1 марта отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. А теперь об этом более подробно. Здравствуйте! В эфире городского телевидения выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Сегодня в Сибае стартовал городской конкурс профессионального мастерства «Молодой педагог года» на грант главы администрации Сибая. Он присуждается лучшим педагогам образовательных учреждений за повышение качества обучения, педагогическое мастерство и значительный вклад в развитие системы образования города. Грант в размере 30 тысяч рублей будет присужден победителю городского конкурса. Мои коллеги побывали на одном из открытых уроков в школе номер 12. Елена Евсеева проработала учителем истории совсем немного. Ее педагогический стаж – 1 год и 6 месяцев. Однако уже сейчас она нисколько не жалеет, что стала преподавателем. По ее словам, благодаря детям взрослые и в частности педагоги развиваются и становятся лучше в своей профессии. И сегодня на открытом уроке в рамках городского конкурса «Молодой педагог года» Елена Вячеславовна постаралась показать все свое учительское мастерство. Сегодня на открытый урок по истории я подготовила тему «Преемники Ярослава Мудрого и борьба за Киевский престол». То есть вы видите, что на столах уже готов раздаточный материал. Это, конечно же, будет презентация, очень много иллюстраций, документов и все, что положено для истории и по истории. Грант главы администрации городского округа город Сибай был учрежден для поддержки творчески работающих молодых учителей. За повышение качества обучения и значительный вклад в развитие системы образования города победителю конкурса будет вручен грант в размере 30 тысяч рублей. Городской конкурс «Молодой педагог года» проводится у нас на грант главы администрации. И проводится в этом году 6-й раз. В этом году участников 10, в прошлом году их было 18. Этот конкурс проводится у нас в целях поддержки молодых специалистов, для профессионального роста молодых учителей и педагогов и, конечно, распространения передового педагогического опыта. Конкурс проводится в 3 тура. Первый был заочный. Члены жюри рассматривали портфолио участников. Второй тур очный. Это презентация эссе на тему «Моя педагогическая философия». И завершающий этап – непосредственная работа с детьми. Сегодня прошел открытый урок в школе номер 12. Завтра планируются занятия в дошкольном учреждении. Талантливые педагоги поработают с малышами в детском саде «Айгуль». Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сегодня, 1 марта, помимо первого дня весны, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Это не просто проблема, а боль всей мировой общественности. Угрожающими стали последствия наркозависимости. В стране растет число несовершеннолетних наркоманов. Для борьбы и профилактики такого социально опасного явления в городах, в том числе и в Сибае, созданы антинаркотические комиссии, регулярно проводятся различные мероприятия. Одно из таковых состоялось накануне в медицинском колледже. В этом году исполняется 30 лет, как Генеральная ассамблея ООН провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Во многих учреждениях города в эти дни проходят тематические мероприятия. Так, студенты медицинского колледжа решили поделиться своими методами борьбы с пагубной привычкой. Они подготовили сценки, где показали, при каких обстоятельствах и в каком формате молодым людям может быть предложен один из наркотических ядов и как можно избежать подобных случаев. Вообще работа ведется именно в позитивном направлении в нашем колледже. Наши студенты ходят по учебным заведениям города с волонтерскими акциями. Также у нас студенты на курсах ЭВМ готовят буклеты, учатся готовить по антинаркотическим темам. Студенты медицинского колледжа уже давно развивают свое волонтерское движение. Они сотрудничают с представителями МВД, курирующими направление борьбы с наркопреступностью, устраивают профилактические акции и концерты. В ближайшем будущем активные студенты намерены проводить выездные агитационные мероприятия в учебных учреждениях ближайших районов. Это позволит их волонтерскому движению выйти на качественно новый уровень. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.
И последнее. Минувший месяц февраля был объявлен месячником военно-патриотического воспитания. За прошедшие недели в нашем городе было организовано множество тематических мероприятий, приуроченных к годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также ко Дню защитника Отечества. Завершился месячник традиционным военно-игровым состязанием «Зорница». В этом году, помимо детей, участие в командной эстафете приняли и родители. Сложное и веселое, увлекательное и непредсказуемое – все это можно сказать о военно-спортивной игре «Зорница», которую представители старшего поколения помнят из своего советского детства. Отдавая дань прежним традициям, в Сибае данное мероприятие проводится ежегодно и неизменно объединяет вокруг себя самых активных и подкованных в военном ремесле ребят. На прошедших накануне играх для участников были тщательно воссозданы настоящие военно-полевые условия. Состязание под открытым небом, развернувшееся на территории, прилегающей к Центру детского творчества, стартовало с торжественного построения. Я думаю, что сегодняшнее соревнование, игра будет хорошим подспорьем для дальнейшего развития наших детей. И думаю, что много полезного мы для себя получим. Программа соревнований включала в себя демонстрацию строевой подготовки, прохождение полосы препятствий и состязания на силу, перетягивание каната. На этапе полевых испытаний командам предстояло преодолеть лабиринт, проползти по-пластунски через низко натянутую сетку, устроить прицельную стрельбу по мишеням и метание гранат, эвакуировать раненого и преодолеть минное заграждение. К участию в военно-спортивных играх впервые в этом году были привлечены родители юных патриотов. В феврале месяце ежегодно у нас проводится месячник военно-патриотического воспитания граждан. В рамках этого месячника проведено достаточно много мероприятий учебными заведениями, организациями и другими заинтересованными должностными лицами. И одним из мероприятий является сегодняшняя «Зорница». Вместе с детьми участвуют их отцы, то есть старшее поколение свой боевой опыт передает последующим поколениям. Это, в принципе, довольно интересно и необычно, но и приветствуется, конечно. Организаторами «Зорницы» в этом году стали городское отдел образования, Сибайский институт БГУ, а также недавно образованный Союз отцов Сибая. Всего в состязании приняли участие 7 команд, представители общеобразовательных учреждений нашего города. Уверенную победу по итогам дня военно-спортивных соревнований одержала команда гимназии. Второе место заняла команда лицея номер 9 и 3-я 8-я школа. Успехи остальных участников были отмечены в отдельных номинациях. С так называемого поля боя все уходили с большим зарядом бодрости и позитива. Первый раз участвуем в подобных мероприятиях. В молодости, конечно же, участвовали побольше, потом армия, ну вот потом дали напомнить еще раз. Вот, пришел со своим сыном, поэтому, ну, впечатления, конечно, очень хорошие. Вот, все активные, все радостные, хорошие эмоции, хорошие воспоминания. Я вахтовый работник, приехал как раз, свободное времени много, вот, и решил поучаствовать, почему бы нет. Пришел и, в принципе, уже не жалею, мне понравился. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости первого дня весны. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и берегите себя.